В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Первые новогодние выплаты в размере 5000 рублей поступили якутским семьям с детьми. Якутия полностью готова к вакцинации от коронавируса. Прививки получают не только врачи столичных медучреждений, но и близлежащих районов. Эпидситуация в Нюрнбергском районе остается напряженной. Последние данные оперштаба в этом выпуске. 3 аварии подряд в Ленске. Участники ДТП получили травмы различной степени тяжести. Якутские кинематографисты получили государственную поддержку от правительства. Конкурс на лучший мультфильм прошел среди детских садов Алданского района. Кто в числе лучших? Первые новогодние выплаты в размере 5000 рублей, объявленные президентом, поступили якутским семьям с детьми младше 8 лет. Жители столицы отмечают, что выплата очень своевременная, особенно в условиях приближающихся праздников. Напомним, эта выплата является единовременной и предоставляется на каждого ребенка. Средства также могут получить опекуны и попечители ребенка. Деньги поступят по реквизитам счета, указанного в заявлениях по предыдущим выплатам на детей в этом году. Меры поддержки в период коронавируса и изменения в федеральном законодательстве. Эти вопросы глава Якутии Сан Николаев обсудил с уполномоченным по защите прав предпринимателей Альбиной Кычкиной. Бизнес-омбудсмен отметила, что необходимо решать проблемы, которые могут испытывать предприниматели в труднодоступных районах при внедрении обязательной маркировки товаров. Связанные они прежде всего с отсутствием связи и транспортной доступностью. Альбина Кычкина сообщила, что в республике создается общественный институт уполномоченного по защите прав предпринимателей. Айсан Николаев и Альбина Кычкина обсудили предстоящую отмену единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Также они говорили об изменениях в законодательстве в предстоящем году. Речь идет, например, о законе по оценке имущества, об отмене мораториев на банкротство и на внеплановые проверки. За сутки в Якутии зафиксировали 200 новых случаев COVID-19. По информации регионального оперштаба, на Якутск приходится 90 заболевших. Основное внимание уделяется обстановке в Алданском и Мегино-Кангаласском районах, где выявили 13 и 12 случаев. Главам поручено усилить меры профилактики. За сутки в регионе скончались 4 человека от COVID-19. Основные случаи в районах республики сегодня непосредственно фиксируются в таких районах, как Алданский Мегино-Кангаласский район, на что непосредственно главой республики обращается внимание главам муниципальных образований Алданского Мегино-Кангаласского района, особенно в преддверии Нового года, усилить меры непосредственно профилактики санитарно-эпидемиологического характера. Якутия полностью готова к вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила замруководителя республиканского оперштаба Ольга Балапкина в ходе дальневосточного онлайн-форума. Она отметила, что в регионе уже проходит второй этап прививочной кампании от COVID-19. Также Ольга Балапкина рассказала, что сейчас вакцинацию проходят не только врачи столичных медучреждений, но и близлежащих районов республики. Напомню, 17 декабря в Якутию поступила очередная партия вакцины против коронавирусной инфекции. Тем временем на предприятиях республики продолжаются контрольные мероприятия по соблюдению санитарных правил. Так, за минувшую неделю административными комиссиями проведено более 800 выездных рейдов. Проверяют объекты торговли, общепита и развлекательных центров, из которых большая часть находится в столице. Об этом в ходе брифинга сообщил вице-премьер региона Михаил Никифоров. Напомним, ежедневные рейды проводятся в соответствии с указом главы республики. Всего 46 дел рассмотрено судебными органами. Проведен 345 профилактических бесед. Хотел бы отметить, что в том числе административной комиссии со сводной группой оперштаба города Якутска и Министерства предпринимательства Республики Саха-Якутия проведены 182 выездных проверки. Из них в 131 объекте торговли, 35 объектах общепита, 8 объектах бытовых услуг, 8 развлекательных центрах. Составлено 2 акта комиссионного осмотра, 8 протоколов об административном правонарушении. Проведено 223 профилактические беседы. Рассмотрено судом 2 дела и наложен административный штраф на сумму
около 100 тысяч рублей. На особом контроле находится Илымахский дом-интернат в Алданском районе, где зарегистрирована вспышка COVID-19. В остальных соцучреждениях ситуация по коронавирусной инфекции стабильна. Рабочая группа Минтруда Якутии посетила Алданский район. Цель поездки – оказание методической, консультативной и практической помощи. Министр труда и соцразвития региона Елена Волкова особое внимание уделила порядку организации работы учреждений социального обслуживания в условиях пандемии. Эпидситуация в Нюрнгринском районе по-прежнему остается напряженной. По данным оперативного штаба, за сутки там выявили 11 случаев коронавируса. Всего же с начала пандемии COVID-19 заболели более 700 человек. Подробности у Ирины Кичигиной. Превышение эпидпорога заболеваемости респираторными заболеваниями отмечается только по взрослому населению, но уже не в тех цифрах, которые озвучивались ранее. В целом заболеваемость превышает эпидпорог на 50–70%. Это говорит о том, что имеет место тенденция к улучшению эпидобстановки. По заболеваемости коронавирусной инфекцией обстановка по-прежнему напряженная. Однако есть небольшие продвижения в сторону уменьшения регистрации заболевших. По стационарному лечению, сейчас на стационарном лечении находится порядка 110 человек. Причем это все только взрослое население, детского населения на стационарном лечении нету. И 128 человек на амбулаторном лечении. Ну, там уже есть детское население. По образовательным учреждениям отстранены от учебного процесса в очном режиме 3 класса общеобразовательных школ и 2 группы детских дошкольных учреждений. Общая численность детей, переведенных на дистанционное обучение, составляет 80 человек по школам и 40 детей по детским садам. К дополнительному образованию допущены только группы предпрофессиональной подготовки. Это спортивные школы и музыкальные учреждения. Хотелось бы напомнить некоторые моменты по коронавирусной инфекции для населения в целом. Для граждан, которые выезжают за границу, необходимо помнить, что в соответствии с постановлением главного госсанврача Российской Федерации все граждане, прибывающие из-за границы, должны проходить на территории Российской Федерации, граждане Российской Федерации, проходить обследование методом ПЦР в течение 3 дней с момента прибытия с последующей регистрацией на сайте госуслуги. Для иностранных граждан допускается прохождение обследования на территории тех государств, из которых они прибыли, не ранее 3 дней до момента пересечения границы. Несоблюдение данных требований влечет за собой привлечение к административной ответственности. Также главный санитарный врач напомнил о необходимости соблюдения масочного режима, социального дистанцирования и усиления дезинфекционного режима. Ирина Кичигина, Захар Головин, Нюрнгри. Прямо сейчас короткая реклама, а далее смотрите на нашем телеканале. 3 аварии подряд в Ленске. Участники ДТП получили травмы различной степени тяжести. Якутские кинематографисты получили государственную поддержку от правительства. Конкурс на лучший мультфильм прошел среди детских садов Алданского района. Кто в числе лучших? Это итоги дня. Мы продолжаем выпуск. Важное событие в газовой отрасли. В Якутии открыли информационную управляющую систему объектов Сахатранснефтегаза. Теперь газотранспортная сеть республики как на ладони представлена на огромном мониторе. Сюда стекается вся информация производственного процесса в режиме реального времени, начиная с добычи и заканчивая распределением населению. Система ведет онлайн-мониторинг всех объектов, создан единый центр сбора данных и аналитики происходящего в производстве, фиксирует, предотвращает и прогнозирует аварийные ситуации. Информационная система облегчит труд диспетчерского персонала при принятии решений в режиме реального времени за счет получения актуальной и точной информации. 1500 рабочих мест ведут на горно-обогатительном комплексе Инаглинский в Якутии в следующем году. Сейчас компания реализует программу привлечения кадров. В ней могут принять участие специалисты дефицитных профессий, имеющих стаж работы не менее 2 лет. Кроме того, на предприятии работает собственный учебный центр «Колмар», действует система наставничества. Студенты могут пройти стажировку, а работники – переподготовку и повышение квалификации. В следующем году планируется строительство шахтного полигона для обучения и отработки навыков персонала.
Накануне вечером из Нижнего Бестяха в свой первый рейс отправился беспересадочный вагон по новому маршруту Нижний Бестях-Иркутск. Подробности у нашего корреспондента Юрия Осипова. Вчера в 46-градусный мороз в 17 часов с автовокзала города Якутска состоялся трансфер пассажиров на железнодорожный вокзал в Нижнем Бестяхе. Уже неделя, как поезд номер 327 Нижний Бестях-Нерингри согласно расписанию отправляется в 19 часов 30 минут местного времени. Новый график движения поезда и вагонов беспересадочного сообщения разработан специально для повышения качества обслуживания пассажиров Якутии, Амурской области, Хабаровского края, Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области. Уважаемые пассажиры, на первом пути от платформы начинается посадка на пассажирский поезд номер 327 с сообщением Нижний Бестях-Нерингри. Вчера впервые в истории железных дорог Якутии отправился беспересадочный купейный вагон Нижний Бестях-Иркутск. Работал здесь 2 месяца. Сегодня один из первых пассажиров, который едет на новом поезде до Иркутска. Трое суток вас не беспокоит? Нет, нормально. Удобно, да? Удобно, конечно. Многим пассажирам 3 дня пути в комфортном вагоне удобно и экономически выгодно. Периодичность этого вагона один раз в 8 дней. Также такие вагоны курсируют в Хабаровск и Благовещенск, для которых значительно сократилось время в пути благодаря вводу нового расписания. При повышении спроса и увеличении пассажиропотока периодичность движения по указанным направлениям будет увеличена. 3 ДТП подряд с пострадавшими произошли в Ленске, 2 в пятницу и 1 в субботу. По группам мессенджера WhatsApp сразу разлетелись фото и видео автомобильных аварий с сопутствующими комментариями. Весть о дорожных происшествиях моментально стала обрастать разными слухами, вплоть до летального исхода пострадавших. Сотрудники ГИБДД опровергли эту информацию, но участники ДТП все же получили травмы различной степени тяжести. По данному материалу возбуждено административное расследование, где проводится проверка. Материал по несовершеннолетнему будет передан, будут материалы переданы в инспекцию по делам несовершеннолетних, где водители будут привлечены к административной ответственности по 5.35 или будут приняты другие меры. С 25 по 15 января на территории Ленского района личный состав ООО ГИБДД и отдела МВД России по Ленскому району переведен на усиленный вариант несения службы. Это в связи с праздниками, праздничными мероприятиями, это Новый год, Рождество. Также с 18 по 28 проходит оперативно-преступные мероприятия. Это выявление граждан, перевозящих незаконно, это биоресурсы, то есть елки, мясо и тому далее и тому подобное. В прошлом месяце в Ленске построили приют для бездомных собак, и уже спустя неделю он был переполнен. Тогда было принято решение о строительстве дополнительных вольеров. Наш корреспондент Светлана Балеева подробнее о строительных работах. Все расходы по строительству дополнительных 20 вольеров взяло на себя предприятие «Газпром Трансгаз-Томск». Компания уже несколько лет оказывает городской администрации спонсорскую помощь. Сегодня заключается и соглашение о сотрудничестве. Сегодня мы подписываем соглашение между администрацией муниципального образования города Ленска и «Газпром Трансгаз-Томском» для того, чтобы как-то ее юридически урегулировать наши взаимоотношения на будущее. Но при этом, при всем, я должен сказать, что за последние 3 года «Газпром Трансгаз-Томск» достаточно интенсивно вкладывается в город. Напомним, что изначально в приюте было всего 30 вольеров, но, как и планировали городские власти, питомник будет расширяться. Проблема с безнадзорными животными в Ленске стоит очень остро. Через организацию «Уши, лапы и хвосты», которая занимается отловом, стерилизацией и передержкой животных, проходит их огромное количество, и размещать животных хоть и временно уже некуда. Но защитники животных не сдаются и стараются сделать все, лишь бы не подвергать собак насилию, а обойтись гуманными методами. Здесь мы будем именно содержать, скажем так, регулировать численность стерилизацией и кастрацией. Думаю, что все-таки это эффективно, и мы хотим это показать, что убийство животных – это все-таки не выход. А решить эту проблему гуманными способами. Пока же в существующих вольерах более полусотни обитателей. Организаторы решили, что пока будет идти строительство дополнительного жилья, те собаки, которые настроены к сородичам дружелюбно, смогут жить и по двое. Строительство вольеров уже заканчивается. Буквально на днях организаторы смогут принять работу подрядчиков и разместить животных в новом, но временном жилье. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск.
После долгого перерыва театр юного зрителя вновь открывает двери и представляет спектакль «Вечно живые» Виктора Розова. Постановка посвящена 75-летию Великой Победы. Это трагическая история двух влюбленных, Бориса и Вероники, которых война разлучила навсегда. Роль Вероники исполнит молодая артистка театра Анастасия Петрова, для которой это первая большая роль. Между тем, театр с мая не прекращал онлайн-формат работы. Сейчас артисты готовятся к еще одной новогодней премьере для самых маленьких «Дар Луны», где помимо самой сказки артисты подготовят игры и веселые конкурсы. Ну вот этот спектакль «Вечно живые» Виктора Розова, я как прочитал и сразу хотелось ставить, на сцену нашего театра, потому что это впервые будет на якутском языке. Мы работали с ноября месяца по онлайн, репетировали, и сейчас выходим к зрителю. Артисты очень довольны, что работают для зрителя. Якутские кинематографисты получили государственную поддержку от правительства. 7 фильмов, которые планируют снять и выпустить в прокат в следующем году, получили сертификаты на сумму от 900 тысяч до 4 миллионов рублей. О том, какие фильмы получили поддержку, смотрите в следующем сюжете. Художественные блокбастеры и фильмы для детей, картины по произведениям якутских писателей и авторское кино, комедии, мультфильмы и многое другое. Более 40 сценариев и проектов представили якутские кинематографисты для рабочей комиссии по оказанию государственной поддержки кинопроизводителям. Когда кинотеатры закрылись, мы не могли бросить наших кинопроизводителей на улицу. Поэтому было принято решение главой республики о том, чтобы провести конкурс на производство кино в нашей республике. Заявок было достаточно много, более 40 заявок, и по итогам мы выбрали лучшие 7 проектов, и, соответственно, они начнут работать уже в 2021 году. Это существенная помощь нашим кинопроизводителям. Я думаю, что в связи с этим наше кино получит дальнейшее развитие. Одним из счастливчиков стал режиссер, триумфатор этого года, обладатель премии «Кинотавр» Дмитрий Давыдов. Правда, на этот раз режиссер-самородок планирует удивить зрителя, сняв детское кино. Проект интересен для меня, потому что я до этого работал в другом ключе, а сейчас я попробую сделать маленький такой светлый, яркий фильм. Это фильм, который будет охватывать историю двух праздниц. Это Исэх и Иван Купала. То есть будет в этом фильме рассказано совмещение этих культур, русской и якутской. И это будет такое фолк-фэнтези, получается, детское. В номинации «Документальное кино» сертификат вручили продюсеру Тамаре Абутовой. На съемке картины о легендарной сестре милосердия Кейт Марсден. Фильм у нас документальный о английской сестре милосердия Кейт Марсден. Она приезжала в Якутскую область в 1892 году. Она собрала деньги, построила лепрозории, построила жилье для прокаженных, и с ее участием была построена церковь святого Пантелеймона. А на создание мультфильма «Той-той Боутур» поддержку получил автор сценария Семен Ермолаев. Очень хорошая история, как простой маленький мальчик становится богатырем Олонского не силой своего физической силы, а силой своего душевной чистоты. Всего поддержку в виде сертификатов на разные суммы получили 7 проектов. А это значит, что в следующем году нам будет что посмотреть в кинотеатрах. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск. Порядка 20 мультфильмов были выпущены юными алданскими аниматорами. Фестиваль-конкурс на лучший фильм прошел среди детских садов района. Впрочем, определить лучшего оказалось весьма затруднительно. С новинками мультипликационного дела ознакомилась Татьяна Вахнина. Целый выпуск новостей о событиях, об одногруппниках и педагогах, о погоде подготовили воспитанники садика «Василек». Детская информационная программа была представлена на районный фестиваль-конкурс «Один день из жизни детского сада». Заставить мультяшных героев двигаться и разговаривать – это даже не половина дела в производстве мультфильмов. Написать сценарий, сделать картины и декорации и озвучить роли – всю работу делали ребята, а помогали им воспитатели. Выпуски расскажем про питание, прогулки, спорт и кто чего добиться смог. Ну а сейчас благодарим вас за внимание. Добро пожаловать на садик «Василек».
В районном фестивале-конкурсе приняли участие 13 детских садов. Дошколята выпустили 19 мультфильмов. Один другого интереснее и поучительнее. Так в садике «Снежинка» праздник каждый день, потому что каждый день в садик приходят дети. 9 часов утра, заниматься нам пора. Занятия математики мы вас приглашаем. Здесь мы цифры пишем и задачи решаем. В создании мультфильмов дети использовали разные техники. Работы оценивались в 5 номинациях: рисование, использование подручных материалов, бумажные, сыпучие и объемные пластилиновые анимации. Еще у меня есть свой маленький мир. Да-да, целый мир, хоть и маленький. Мой детский сад. К каждому этапу в создании мультфильмов аниматоры подошли творчески. Так, в части работ пояснение зрителям дает автор. В некоторых мультиках говорят только герои. А в истории о стране чудес детского сада «Чебурашка» поселка Ленинский комментарии и вовсе оказались не нужны. Среди детских садов фестиваль мультфильмов в этом году прошел впервые. Проигравших не было. Жюри отметило сильные стороны каждой работы. А дети, педагоги и родители получили грамоты, благодарственные письма и сертификаты. Татьяна Вахнина, Алдан. На этом все. Хорошего вечера.